Рост цен на продукты питания в 2022 году по прогнозам Всемирного банка составит рекордные 20%, а на энергоресурсы – 50%. На данный момент можно с уверенностью говорить, что средняя продовольственная корзина значительно подорожала по сравнению с прошлым годом. Когда санкции начались, да, цены начали сильно подниматься, потому что в основном вот кофе привозят все-таки из-за границы, поэтому цены подниматься начали. На такие товары, которые креветки, то, что все, то есть привозят за границы, сухофрукты, это все, на это стали цены подниматься сильно, резко. Мы стараемся, даже иногда бывает, что не особо сильно поднимаем, потому что понимаем, что людям это необходимо. Такие товары, как крупы, подсолнечные масла. Был момент, что они очень сильно подорожали, даже не хватало. Но сейчас вроде, как бы можно сказать, что цены стабильные. Процентов на 50, например, масло подсолнечное точно поднялось. Сахар. Был момент, что цены были очень высокие, но сейчас вроде ничего, можно сказать, что цены нормальные. Больше всего повысились цены на сахар, кофе и импортные продукты. Причина – нестабильный курс доллара, проблемы с логистикой, подорожание перевозок и дефицит некоторых групп товаров, связанный с санкциями. Впрочем, многие продавцы на сухумском рынке подчеркивают, в первые послесанкционные месяцы цены действительно значительно выросли, но уже сейчас начинают возвращаться к исходным показателям, сравнимым с 2021 годом. Ценообразование зависит от поставщиков, и как только цены снижаются у закупщиков, фактическая цена реализации тоже падает. Да, какие-то виды санкций, конечно же, пропали. Из-за санкций тоже уже подняли цены. Но мы стараемся на плаву держаться, чтобы людей не обидеть и себе тоже на минус не поработать. Но очень много чего понизилось. Тогда в тот момент, что подорожали, мы тоже особо не подняли цены. Старались держать свои цены, чтобы наши люди уже не жаловались. Вот все люди стоят, можете даже у них спросить, девочки, что все довольны, все ходят. На что-то сейчас цены сильно упали. Кофе одно время было так, что цены очень сильно поднялись, но сейчас цены у нас упали. Как только цены снижаются, то есть наши поставщики цены снижают, мы тоже сразу снижаем цены. Но в основном можно сказать, что сейчас цены стали падать. Рынок продуктов в нашей стране, к сожалению, не регулируется. На разных торговых объектах цены могут резко отличаться. Покупатели очень ощущают рост цен, в особенности в курортный сезон. Такие цены откуда? А персики? Это все растет. Все здесь растет. Почему цены завышены? Мы возмущены. Мы живем в России, с Урала приехали. С Урала, представляете? У нас яблоки 60 рублей. Сюда прихожу 120. Ладно, мы их не кушаем. Дыня 90 рублей. Ну это что? Вы извините меня, пожалуйста. Как известно, стоимость овощей и фруктов в республике зависит от сезона. Во время сбора урожая фрукты значительно дешевле, чем вне сезон. Однако на конечную цену продуктов также влияет формирование цены на топливо, которое остается нестабильной во всем мире. Стоимость местных овощей и фруктов, впрочем, остается, по словам продавцов, на уровне прошлого года. Привоз свежих фруктов и овощей осуществляется каждый день. Такие же цены, даже прошлогодние цены держатся. Это зависит уже от закупа. От закупа зависит. Иногда такая цена, иногда такая цена. Каждый раз бывает очаг нас не меняется. Это от нас ничего не зависит. Это наши дранские синенькие, очень вкусные, без семечек, первой молодости и свежести. Тоже дранские с одного огорода. Огурцы варчинские везут наши женщины, очень трудоспособные, очень работяги. Очень вкусные огурцы. Помидоры кубанские. Местных здесь имею несколько штук. Местных помидор завтра будет очень хорошие. Цены очень приемлемые, доступные по сравнению. Для нашей экономики очень хорошие цены. В связи с бензином у нас ничего не изменилось. Мы держимся и впредь будем держаться. На данный момент можно с уверенностью сказать, что ощутимое снижение цен возможно только в случае установления стабильности на валютном рынке, снижения стоимости литра бензина и преодоления санкционного кризиса. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.